Симптомы заболевания очень похожи на обычную простуду: повышенная температура, заложенность носа, сухой кашель и озноб. При обнаружении признаков недуга первое, что нужно сделать, это позвонить на горячую линию Минздрава или Роспотребнадзора. Болезнь протекает не тяжелее того же гриппа, однако врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а при первых же симптомах обратиться в медучреждение. Самолечение любого заболевания, какое бы оно ни было, оно имеет ряд своих последствий, таких как любых осложнений. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы при выявлении каких-либо симптомов любых нозологий своевременно обращались к врачу, будь то по месту жительства, будь то экстренная служба. Как заявляет руководство региона, ситуация под контролем и не представляет опасности, но профилактические меры соблюдаются. В случае вспышки эпидемии, по примеру Италии, больницы региона готовы на все 100%. Нам расширили коечный фонд, у нас 100 коек развернуто, мы изолируемся от всех. У нас будет отдельная приемная, отдельные пункты обработки, если на это будет необходимость. Лекарственные препараты, все, что нужно, у нас есть. Кислород. У нас есть методы исследований для исключения в течение 2 суток. Это коронавирусная инфекция или какая-то другая вирусная инфекция. Поэтому хочется еще раз успокоить наших граждан, что не должно быть никакой паники. Из-за слухов, распространяемых в соцсетях, многие жители начали массово скупать продукты питания. Советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов призывает население не поддаваться панике. Всевышний Аллах в Священном Коране ясно говорит, что Он будет испытывать своих рабов разными бедствиями. И Аллах все, что делает Он, это Он делает во благо для нас. Поэтому верующий человек, мусульманин, никаким образом не должен пасть в панику. В целях предосторожности в республике закрыты все учебные заведения до 25 апреля. Вузы, СУЗы и даже школы перешли на дистанционное обучение. К примеру, в Грозненском нефтяном университете занятия проходят в режиме онлайн с помощью программы Zoom. Слушать лекции можно через мобильный телефон, тем, кто отсутствовал НБ. В отличие от системы, где W равно нулю, эта рама или конструкция, она более надежнее, чем СОС. Как сообщает Минздрав, в Чеченской Республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но профилактикой пренебрегать не стоит, отмечают врачи. Особенно это касается соблюдения личной гигиены. Асхаб Зазалаев, Моусар Даудов, Аймран Абазаев, Аслан Висхаев. Неделя.